Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Сосногорский вандал ответит за испорченную достопримечательность нашего города не только деньгами, но и исправительными работами. Напомним, что в июле этого года 33-летний сосногорец во время распития с приятелями спиртных напитков повредил полотно районной доски почета. Мужчине было предъявлено обвинение в порче имущества. В конце октября в Сосногорске состоялось заседание суда, в ходе которого мужчина согласился с предъявленным ему обвинением и признал свою вину в полной мере, пояснив, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиненный материальный ущерб сосногорец выплатил в полном объеме. Суд учел все обстоятельства дела и назначил подсудимому меру наказания в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 10% заработка в пользу государства. Размер выплаты труженикам тыла к 75-летию со дня Великой Победы планируется увеличить до 5000 рублей. Соответствующее решение принял глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам рабочей встречи с представителем Коми Республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Сегодня размер единовременной денежной выплаты труженикам тыла составляет 1000 рублей. Лидер ветеранского движения предложила увеличить ее размер по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, которую наша страна отметит 9 мая 2020 года. Проработать этот вопрос поручено Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Министерству финансов региона. В Минтруде Коми также напомнили, что указанная выплата ко Дню Победы предоставляется труженикам тыла дополнительно к мерам социальной поддержки, которые установлены в регионе для данной категории граждан. На этой неделе состоялось очередное заседание Совета муниципального района Сосногорск. Среди вопросов, которые рассмотрели народные избранники, изменения в уставе муниципалитета и главном финансовом документе района. Необходимость изменений в уставе района вызвана соответствующими изменениями в 131-м федеральном законе об организации местного самоуправления, а также в градостроительном кодексе Российской Федерации. Своим решением депутаты привели действующий на территории документ в соответствии с федеральным законодательством. Внесенные поправки в бюджет района затронули перераспределение ассигнований с целью более полного освоения республиканских и местных средств только на текущий год. В 2019 году доходы бюджета увеличиваются на 1,5 миллиона рублей за счет роста прогноза по налогу на доходы физических лиц. Расходы у нас уменьшаются в 2019 году на 796 тысяч рублей. Соответственно, дефицит района уменьшается на 2,3 миллиона. Также, по словам финансистов, в связи с досрочным погашением кредита появилась возможность перераспределить финансы на другие цели. Эти средства будут направлены на прохождение государственной экспертизы проекта по строительству культурного центра в селе Устюхта в сумме 347,5 тысяч рублей, на текущее содержание управления капитального строительства в сумме 171 тысячи рублей и также на предоставление дотации бюджету городского поселения Воевож на проведение ремонтных работ в отношении пожарных водоемов в сумме 435 тысяч рублей. За все решения, принятые на заседании, депутаты проголосовали единогласно. 29 ноября Сосногорский район отметит свое 40-летие. Юбилейной дате мы посвящаем цикл материалов об основных градообразующих предприятиях муниципалитета. 6 ноября свой 32-й день рождения отметил флагман легкой промышленности региона Сосногорская швейная фабрика. Андрей Калиничев продолжит. Сосногорская швейная фабрика прочно зарекомендовала себя на рынке как надежный партнер, имеющий собственное производство и способный удовлетворить пожелания самого взыскательного клиента. Качество выпускаемой продукции не уступает признанным образцам отечественных и зарубежных швейных фирм. А на протяжении всех лет компанией руководит ее основатель Дмитрий Калагриевый. Имея высшее техническое и экономическое образование, он лично руководил процессами, связанными с планировкой, возведением и становлением фабрики с 1987 года. Однозначно фабрика живет своей жизнью. Она неразделима с городом Сосногорском, потому что она и называется Сосногорская швейная фабрика. Сегодня это предприятие, как и было градообразующим, так и остается. Фабрика
будет жить и завтра, и послезавтра. Потому что Сосногорскую швейную фабрику знают во всей стране, знают в каждом ее уголке. География поставок продукции фабрики настолько многогранна, что мы поставляем продукцию и на Дальний Восток, и на Сахалин, и в Сибирь, и юг России, и Калининград, и, естественно, и центральная Россия, и север. В тот момент, когда был заложен первый кирпич настоящего крепкого фундамента, никто не мог себе представить, насколько будет огромен потенциал фабрики. Вопреки всем обстоятельствам, указывавшим на то, что в северных краях наладить производственные процессы будет крайне сложно, швейное предприятие доказало право на жизнь, несмотря на заведомо повышенную сложность и трудоемкость производства. Мы продолжаем работать с нефтяниками. Сегодня проводится определенная работа, и мы начали выполнять заказы железнодорожников. Мы вернулись к тем заказам, которые на протяжении 90-х годов выполняли и работали. Видимо, все-таки те наработки, которые были фабрикой выработаны в определенный период, они сегодня дают дополнительный толчок предприятию развивать железнодорожные связи. Одной из приоритетных задач нового производства являлось и является обеспечение рабочими местами женского населения Сосногорска, Ухты и соседних районов. При реализации этого социального проекта на севере вырос современный бизнес с четкими перспективами, работающими на развитие экономического потенциала республики, в результате которого фабрике присвоен статус социально значимого предприятия. Несмотря на все экономические сложности, которые сегодня в целом дают дополнительные испытания, в том числе и Сосногорскому району, Сосногорский район живет своей жизнью. Работает газоперерабатывающий завод, работают железнодорожники, работает Сосногорская АТЭС. Сегодня открылось новое предприятие, тепличное хозяйство, которое, я надеюсь, будет активно дополнять промышленные наполнения нашего района. Это и новые рабочие места, это и продукция, которая будет на наших столах. Ну а Сосногорская швейная фабрика, она стабильная, она очень самодостаточна. И свой город она никому не отдаст. Мы за Сосногорск. Андрей Калиничев, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Не за горами Новый год. Для детей этот праздник особенный и долгожданный. А для кого-то это еще и возможность поверить в волшебство. В преддверии этого чудесного праздника Центр социальной защиты населения Сосногорска объявляет о проведении акции «Подари ребенку чудо», направленной на благотворительную помощь нуждающимся детям. Как принять участие в добром деле, подробнее в нашем материале. Ежегодная благотворительная акция «Подари ребенку чудо», организованная специалистами территориального центра соцобслуживания населения, проводится для того, чтобы у каждого ребенка, несмотря ни на какие жизненные сложности, появилось ощущение праздника. Цель акции – это привлечение внимания широкого круга общественности к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в силу каких-либо жизненных обстоятельств. Участниками акции могут быть как неравнодушные жители нашего города, так и организации и индивидуальные предприниматели. Одним словом, все добровольцы, которые желают помочь детям. Подарком может стать все, что угодно, от традиционных новогодних сладостей до разнообразных игрушек. Все то, что поможет сделать ребенка чуточку счастливее. Новогодние подарки, собранные в результате акции, вручатся детям адресно на дому или на новогодних утренниках. Целевая группа – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями. Каждый взрослый может подарить ребенку частичку тепла, любви и заботы. Помочь ему поверить, что счастье есть и чудо случается. Сделать доброе дело можно уже сейчас по адресу город Сосногорск, улица Оплеснина, дом 20, кабинет номер 3. Более подробная информация по телефону 5 72 82 либо 6 97 93. Елена Двожак, Вести Тимана, Сосногорск. Городской дом культуры «Горизонт» приглашает горожан на мероприятия, посвященные 40-летию Сосногорского района.
В пятницу 15 ноября на очередной творческий вечер жителей Сосногорска пригласит виртуальный концертный зал. Ценителям классической музыки будут представлены произведения Бетховена в исполнении Государственного оркестра России. Начало мероприятия в 17 часов. В субботу 16 ноября в Доме культуры «Горизонт» снова прозвучат позывные клуба «Веселых и находчивых». В игре на приз главы Сосногорского района встретятся команды Сосногорского технологического техникума, кадетской и 4-й городских школ. Начало в 15 часов. Справки по телефону 5 63 34. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. Во второй половине недели предполагаются резкие температурные контрасты. В ночные часы ожидается в пределах -15, -19 градусов. А уже в эту пятницу дневная температура составит 1-3 градуса тепла. При потеплении также ожидаются снегопады и усиление ветра порывами до 12-14 метров в секунду. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.